Всем привет! Сегодня этим замечательным осенним днем мы отправимся в одно из наших автопутешествий. Но для начала похвастаемся и покажем наш ужин. Тать, скажи, на Павловку поедем. Скажи, на Павловку поедем? Да. Туда, да? В целом, вы все слышали, мы едем на Павловку, а точнее в Нуримановский район и село Павловка, и село Красный Ключ. Так что погнали! Мы впервые едем в этом направлении осенью, и, конечно, хочется отметить то, насколько красивы пейзажи нашей республики в это время года. Также хотим отметить, что это наше последнее путешествие на автомобиле Subaru Outback, так как примерно в эти же даты было принято окончательное и бесповоротное и в то же время грустное решение продавать автомобиль спустя 9 лет успешного, приятного и комфортного владения этим японским, ну и еще и американским другом. Не то чтобы мне надоели шутки про субаристов, вечно проверяющих уровень масла, просто не будем же мы на нем вечно ездить, так что пусть кто-нибудь тоже порадуется эксплуатации одного из лучших автомобилей. Добравшись до поселка Павловка и преодолев небольшие перепады поверхности вполне комфортной грунтовой дороги, которая, наверное, во время дождя действительно превращается в настоящий оффроуд, однако мне почему-то показалось, что тут... Ну, тут плохо все. Значит, поедем, нет? Ну и первым, кто нас встретил на этой потрясающей локации, оказался вот этот вот рыженький друг. А нас нечем вас угостить. Куда? Ну что, друзья, всем привет. У нас сегодня 3 октября 2025 года, и у нас сегодня давно не было новых роликов, да, и сегодня осень, мы находимся в поселке Павловка в Нуримановском районе. Я немножко болею, мой голос, наверное, это подтверждает. Мы решили выбраться сегодня сюда, в пятницу, чтобы насладиться вот этой вот золотой потрясающей осенью, как вы видите за нами прямо сейчас. Очень красивые виды. Там Павловка осталась, а прямо перед нами дорога уходит на одну из достопримечательностей той самой Павловки, где мы находимся. Красные скалы. Красные или розовые? Я что-то не помню. Какие-то, в общем, скалы. И эту замечательную красоту мы вам сейчас покажем. Это одна из таких прикольных, самых особенностей этой локации, этого поселка, этого населенного пункта. Пойдемте смотреть. Красные скалы – это одно из популярнейших и живописных мест для отдыха, с которых открывается захватывающий вид на реку Уфа и Павловскую гидроэлектростанцию, про которую расскажем чуть позже. Это место поражает своей природной красотой, привлекая как местных жителей, так и гостей региона, так как от столицы Башкортостана, города Уфа, можно добраться примерно за пару часов. Скалы усыпаны деревьями, преимущественно соснами, что делает эту локацию еще более привлекательной и живописной. Посетители, которых в выходные может быть очень много, отмечают, что это место идеально подходит для пикников и фотосессий. Что касается пикников, видно, что эти мероприятия здесь проходят регулярно, однако при всем территория довольно аккуратная, также имеется инфраструктура в виде скамеек и информационных стендов. Что касается фотосессий, фоткаться, конечно, получится, если вы приедете в будний день, как мы. В выходной же это будет делать куда сложнее. Ну и в завершение нахождения на этой потрясающей локации хотелось бы отметить, насколько здесь замечательно. Прям
Очень приятно находиться здесь, такое необычное ощущение. Чем-то отдаленно, конечно, напоминает розовые скалы на Инзере. Мы там тоже были несколько лет назад, об этом у нас есть ролик. Но здесь по-особенному приятно и интересно. Здесь тоже скалы отвесные, высота здесь порядка, я не буду, наверное, обманывать, но метров 100. И замечательно, вот такой потрясающий вид на реку Уфу, она же река Крейдель, и потрясающе, красиво. Я даже не знаю, как это описать словами, но надо быть очень осторожным, потому что здесь в этом году, в 2025, даже были несчастные случаи. Люди падают. Насладившись видами Красных скал, мы отправились в гостевой дом в селе Красный Ключ, который посещаем уже, наверное, точно раз в 10-й, если не больше. Так как аппетит мы нагуляли хороший, пришло время того самого ужина, который мы показали в самом начале ролика. Но в нашем случае ужин не простой, а праздничный, так как таким составом и в таком потрясающем месте, видами которого мы в этом ролике будем наслаждаться очень много, мы оказались впервые. Наслаждение уютом и комфортом гостевого домика мы дали возможность раскрыть свой творческий потенциал нашему молодому оператору. Но не только же мне снимать эти крутые захватывающие видосы, пусть кто-то тоже поснимает. А тем временем первый день заканчивался, солнце уже закатилось за горы, оставив лишь красивейший цветовой градиент. И наслаждались мы всей этой красотой уже под успокаивающий сельский интершум. Ступики. Разверни камеру. Вот так? Да.
Утром следующего дня мы поехали в одно из интересных и контрастных мест, Нуриман кафе, встречать наших родителей и остальную команду на эти выходные. Купили леща в баню, какая же баня без леща, и направились смотреть и показывать вновь прибывшим основные и ключевые достопримечательности Нуримановского района, одна из которых это парк Красный Ключ. Сам парк и все благоустройства появились здесь примерно в 2020 году. Показывали и рассказывали историю этого места мы в своих роликах уже неоднократно. Но все же напомним, что родник Красный Ключ, вокруг которого и построен парк, самый мощный водный источник в России и второй по величине в мире. Где водичка? Вот водичка, да? Красный Ключ – это центр одноименной особо охраняемой территории регионального значения, и сам родник и его окрестности очень красивы. А также это два сообщающихся между собой крупных карстовых озера с незамерзающей водой ярко-бирюзового цвета, которые потом через протоку изливаются в реку Уфу. Сам же источник находится в одном из озер на глубине примерно 40 метров. Что касается названия, то источник не всегда был красным. До событий 1917 года источник назывался Белый Ключ, однако сложные политические события не прошли мимо источника, которые в новой власти решили применить название на более революционное. С одной стороны, одна из воронок имеет небольшой мостик, на котором принято делать эффектные фотографии. Также отмечу, что этот мостик является частью запорной конструкции, которая пропускает через себя воду. И стоя на мостике и держась за поручни, можно ощутить вибрации, создающимися проходящими через клапан потоками воды. А если очень повезет, то здесь еще можно услышать Витеньку Робертовича. Неспешная прогулка по территории парка Красный Ключ займет около часа. Кроме этого, пройдя между двумя воронками, можно подняться на небольшую и пока что не очень оборудованную смотровую площадку. Однако отсюда откроются также потрясающие виды на родник.
по парку Красный Ключ, пришло время показать нашим спутникам те самые красные скалы в селе Павловка, которые мы с вами видели в начале ролика. Однако, увидев неимоверное количество посетителей и желание идти в кучу фоткающихся и кричащих людей... Нет. Еще раз. А что нет-то? Не пойду я сюда. Ну а раз на красные скалы мы уже не идем, значит идем набирать хвойные веники для предстоящей вечерней бани, а также грибы. Правда, пока что еще не придумали для чего, зато придумали им название. Это гриб подъеловник. Это опять собирают. Основные цели на этот день были достигнуты, близился вечер, и мы с нашими спутниками направились в гостевой дом и, наслаждаясь красотой и уютом придомовой территории, приступили к приготовлению основного вечернего блюда. Конечно, готовлю его само собой не я, где мои потенциальные кулинарные способности. Баня этого гостевого дома заслуживает особого внимания. Дочку с ее игрушками из душевой и с теплой водой вытащить было просто невозможно. А помимо жаркой и комфортной парной, здесь имеется еще и бассейн с бодрящей и освежающей водой, температура которой по ощущениям не более 12 градусов. При этом бассейн посетил почти каждый наш спутник, даже наша дочка. Время, конечно же, пролетело быстро, было здорово, в семейном кругу, в спокойной и веселой обстановке. Утром природа этого места продемонстрировала нам потрясающие пейзажи. Нельзя было не насладиться потрясающим утренним туманом над рекой Уфа. Осень уверенно вступала в свои права. Какие-то деревья уже сдались и сбросили свою листву, оголив свои ветви, а какие-то еще стойко пытаются удержать свои листья. Утреннее солнце также по-осеннему внушало некую надежду на то, что мы сюда еще обязательно вернемся. Хотелось остановить время и хотя бы чуть-чуть подольше насладиться всей этой тихой красотой. Посмотреть вдаль на эти поросшие деревьями горы, послушать журчание речки и моторной лодки, проходящей по ней.
Вместе с этим осенние солнечные пейзажи навевали некую грусть, так как после хорошо проведенного времени нужно было собираться и выдвигаться на заключительные в этом ролике локации, предварительно по традиции сделав общее фото. После чего мы направились туда, где мы сейчас находимся. Мы находимся в деревне Яман-Юлгай в одноименном устье реки. Для тех, кто не смотрел наш прошлый ролик про Нуримановский район, напомним, что здесь проходила самая протяженная в СССР узкоколейная железная дорога Яман-Елгинская УЖД, по которой вывозили лес на конечную станцию Красный Ключ. Прямо сейчас мы идем по тем местам, где когда-то еще 15 лет назад проходили пути этой железной дороги. Правда, на данный момент здесь об этом уже практически ничего не напоминает, разве что ребристая поверхность тропинки говорит о том, что когда-то тут лежали шпалы. Из интересного, если по насыпи бывшей железной дороги уверенно двигаться в течение нескольких километров, то, вероятно, получится добраться до знаменитого Октябрьского провала, гигантской воронки, кратера среди молчаливой дикой тайги. Октябрьский провал является приветом от подземной реки Яман-Юлга, поскольку образовался как раз над ее подземным руслом. И глядя на него, можно представить, какая гигантская система пещер скрывается в недрах Уфимского плато, которую мы когда-нибудь с вами обязательно посетим. А сейчас... Разрешите поинтересоваться, а вы с какой целью так далеко ушли? Вы надеетесь, что где-то здесь все-таки железная дорога начнется? Мы идем и смотрим, докуда дома здесь, люди живут докуда. Через один дом все равно люди живут. Вот дальше даже посмотреть вот на эти дома, видно же, что все новое. Может быть, даже недавно построенное. Ну ладно, тогда. А вот абориген. Тогда Свет простительно, спрыгнул. да. Мгм.
отправляться на заключительную на сегодня локацию, добраться до которой можно только преодолев плотину и крупнейшую гидроэлектростанцию в Башкортостане – Павловскую ГЭС. Павловская ГЭС – плотинная русловая гидроэлектростанция, мощность которой 166 мегаватт. Первая в СССР гидроэлектростанция, построенная на закарстовых известняках. Помимо выработки электроэнергии, плотина сдерживает паводки весной, накапливая воду и регулирует сток в маловодный период, снижая подтопление. Также здесь осуществляется судоходство через однониточный судоходный шлюз. Преодолев плотину, мы оказываемся на противоположной стороне и уже в другом районе республики, Благовещенском. Преодолев крутой подъем, горные виды сменяются небольшими лесными холмами, и дорога, проходя через эту осеннюю красоту, выводит нас к одному потрясающему и святому месту. Необычное по своему расположению и своей атмосфере место мы посещаем уже не первый раз. Цветы и кустики – это народное название Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря. Название произошло от группы деревьев, стоящих на некотором возвышении 3 берез и 2 ив, которые переплелись между собой. Именно здесь из середины 19 века жителями окрестных сел и деревень наблюдались различные чудесные явления. Со временем верующие со всех близлежащих деревень стали приходить сюда и молиться, получая исцеление. Комплекс встречает нас напоминающий восточный или даже византийский стиль площадкой, где располагаются кафе и торговые точки, где мы купили перцовый пластырь. Ну да ладно, давайте гулять по территории. Даже осенью подавляющая площадь комплекса утопает в зелени, среди которой спрятались деревянные кельи-избушки. Пройдя дальше, нам открывается самая главная постройка монастырского комплекса – Успенский собор. Строительство Успенского собора было начато в 2005 году на фундаменте дореволюционного храма, который располагался здесь и был снесен в 1928 году. Что интересно, как таковой проект постройки Успенского собора отсутствовал. Все решения батюшка вместе с мастерами принимал на ходу. По итогу мы с вами находимся внутри величественного и поражающего своей красотой атмосферы здания. В Успенском соборе можно подняться на 2-й ярус, откуда также открываются потрясающие виды на внутреннюю красоту храма. Отсюда же через окошки в стенах открываются виды на храм в честь иконы Казанской Божьей Матери.
посмотрели водосвятную часовню, красивую зеленую поляну с видом на южные ворота и по комфортным и удобным для перемещения с коляской тротуарам вышли к северным воротам комплекса. Вообще прогулка по таким особенным и сильным по своей энергетике местам пробуждает нечто неописуемое, нечто святое, то, чего, кажется, в некоторых людях сейчас очень сильно не хватает. Так что если вы нервные и раздражительны, советую приехать сначала сюда, ну а потом уже само собой в психиатрическую клинику. И заключительной частью нашего путешествия в Нуримановский и Благовещенский район был небольшой пикник с видами на святые кустики. Жуют. Огурцы. Огурцы. Оса большая. Вечерит. Дай я его звоню. Полосатый мух. Без... Одна Вера только пробила. Молодец, ну значит все. Ну а вам я хочу выразить благодарность за то, что посмотрели этот ролик, за то, что нажали лайк и написали какой-нибудь интересный комментарий. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на этот канал и до скорых встреч в наших новых путешествиях.